Это и есть для нас поддержка. Будя-бадя, по кому если. И, короче, давай морковку, Мария Олеговна. Как же без моих 5 копеек? Если хочешь за кадром поцеловать мужа, целуй, не стесняйся. Пирог классно выглядит, ребята. Всем здравствуйте, друзья мои. Чолам покомы. Сегодня меня Маша угостила таким пирогом с капустной начинкой. Очень вкусный пирог получился. Мы уже покушали. Из целого пирога там 2 кусочка чего небольших осталось. Вот. А дальше бонусом там получилось так, что тесто осталось, и Маша напротив не влезла, и Маша решила там быстренько достала джем из черной смородины, быстренько там накрутила, и ватрушечки такие. Ватрушечки очень красивые, я еще не пробовал. Пирог-то я уже съел, вот очень вкусный пирог. А ватрушечки не пробовал. Вот такие ватрушки, еще вот 4 штуки там. А у нас Катюша не любит с капустой. А вот ватрушечки она за милую душу будет уплетать. Вот так. Хочу в начале этого ролика сказать спасибо всем нашим зрителям. Огромное спасибо. Просто пишут очень хорошие комментарии, поддерживают нас тем самым, ставят лайки, делятся в социальных сетях. Большое вам спасибо за это. Это и есть для нас поддержка. Еще хочу сказать отдельное спасибо Ирине. Имя я точно знаю, Ирина. Фамилию, может, я ошибаюсь, Гебель. Или там ударение, может, не поставил. Но Ирина, она сама узнала, наверное, про кого я говорю. И отдельное спасибо за донат, так сказать. Донат получили, все нормально. Это сейчас как раз нам пригодится. Нам надо будет съездить сумкой в город. Это пригодится. Очень большая поддержка для нас. Вот так. Ну а вы, друзья мои, смотрите дальше этот видеорецепт. Рецепт простой, но рецепт очень вкусный. Пирог получается очень вкусный. Всем советую. Смотрите дальше. Приятного просмотра. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь этим видео в социальных сетях. Сильно нас не ругайте. Если есть недочеты, конечно, нам говорите, мы постараемся это исправить. Вот так. Ладно, все. Еще раз приятного просмотра. Ну вот, друзья мои, опять мы на кухне с Машей. А сегодня у нас пирог с капустой. Но пирог с капустой не в том понимании, вот, например, тесто, потом начинка из капусты и опять тесто. А мы нашли такой способ, правда, в интернете нашли, но такой из маленьких пирожков, они слепляются в один пирог. И когда этот пирог готовый, например, можно ломать его, раз сломаешь, и останется у тебя в руке такой кусочек, там и начинка, там и все. Вот такой. Попробуем вот такой пирог приготовить и посоветовать вам, если у нас это получится. Вот так. Пироги-то с капустой мы делаем, но я говорил, что тесто, слой, потом этого. А сейчас по-другому. Все, я как обычно буду снимать и разговаривать с нами. Маша будет поддерживать тоже беседу. Поехали. Все как всегда. Я взял вторую камеру поближе, что снимать. И сейчас Мария Олеговна будет рассказывать такую заквасочку немножко. Так, наливаем 300 грамм минералки. Это, наверное, для того, чтобы тесто попушнее было. Не знаю почему. 2 столовые ложки сахара. Так,
10 граммов дрожжи. Дрожжи сухие, а можно, наверное, также использовать эти дрожжи. Ну, как они называются? Не сухие, а... И 2 столовые ложки муки. И размешиваем. И на 10-15 минут оставляем в теплом месте, чтобы дрожжи набухли. Ну, чтобы дрожжи, наверное, начали играть, да? Вот так. Вот у нас тесто заиграло, такое, дрожжи заиграли. Я не знаю, как по-русски это назвать, такой процесс. Закваска. Брожение. Ну, заиграли дрожжи. Быджа-баджа, по ком если. И, короче, сюда уже добавляем остальные. Соль. Пол чайной ложки. Масло растительное 100 миллилитров. И муки полкилограмма. Ну, примерно. Там потом тесто надо еще смотреть, чтобы потихоньку уже добавляют, чтобы тесто было такое. Слегка прилипало к рукам, по-моему. А соль добавили, да? Да, положила же. Но я и не могу все уследить же. Я это... Вот так потихоньку. Ну, чтобы тесто было потом... Сначала оно вот такое, а потом, наверное, густеть будет. Потихоньку. Ну, довольно такое густое тесто уже получается. Давайте. Сейчас с руками еще размешать. Но это, напоминаем, еще будет еще как бы тесто должно подняться. Это получается как опара, да? Вот это, да? Да, это получается опара, она еще должно будет подниматься, это тесто. Маша мешит. Маша мешит пирог. Мягкое тесто делаем для пирога. Мягкое, ну-ка, сейчас вот поближе. Мягкое тесто. Да, тесто такое, смотрю, да. Ну, слегка прилипает к рукам. Такое и должно быть, говорят. Повар не может ошибаться. Я не пекарь. А повара, о чем разница? Пекарь от Я не пекарь. повара. Я повар. Повар готовит, пекарь тоже готовит же. Так. Тесто готово. Вот такое примерно. Ну-ка, Маша, покажи. Какое примерно вот такое тесто. Ой, не видно на камеру. Вот. Такое тесто, да? Нежное тесто. Да, получилось. И сейчас укроем пищевой пленкой. Так, Маша решила переложить это тесто в кастрюлю, потому что, говорит, с этой миски, вот с этой миски, говорит, она поднимется и выйдет. Ну и закроем и в теплое место поставим. Где-то минут на 30.
пока у нас тесто, так сказать, поднимается, Маша готовит начинку. В начинке будет лук, морковь и, собственно говоря, вот капуста. Режем лук, одну луковицу. Натираем морковку, тоже одну штуку. И теперь уже режем основной, так сказать, составляющая, это капуста. И после того, как это все порежем, будем обжаривать, пашировать, или как там называется, да? Это как называется? Пашировать? Да. Все, вот такой процесс там несложный, порезать капусту. Так, между тем включили плитку, где-то наливаем в сковороду 3-4 ложки растительного масла, чтобы пашировать нашу начинку. И пускай греется масло. Потом сюда добавим лук сначала, а потом дальше. Так, пошел лук. И будем, перемешивая до готовности лука, готовить сначала. Только уже после этого будем добавлять там морковь и капусту. Потихоньку помешивая и доводим этот лук до полупрозрачности. Давай морковку, Мария Олеговна. Так, пошла морковь. И вместе с морковкой где-то обжариваем минуту. Все, и капуста пошла. Потом уже после этой капусты надо посолить, поперчить и лаврушку еще сюда поставить. И, наверное, в общем, минут 10-15, наверное, надо потушить вот эту еще массу. Соль, где-то сколько? 1/3 ложки, давай. И лаврушку сюда. Перец забыли. Перец, немножко перца и лаврушки. Все. И в скором времени наша начинка будет готова. И мы займемся опять тестом. Так, Мария Олеговна? Так, Сергей Иванович. Сергей Иванович ждет пирог с капустой. Вкусный. Вот получится вкусный. Примерно прошло полчаса, может чуть-чуть больше, я точно не засекал, но примерно 30-35 минут, а может 40. И наше тесто должно было подняться, сейчас покажу. Вот так выглядит тесто, и сейчас Маша будет... Что будешь делать с этим тестом-то? Разделю на части, На комочки. на комочки, да. Так, вываливаем сюда все это наше тесто такое. Прям на стол. У нас надо, знаешь, в чем, Маша, это самое? Для теста надо купить этот коврик, или как там, силиконовый для теста. Я у всех смотрю там, да, все с ковриками. А мы без ковриков, да? Коврика у нас нет. Разделяешь, значит, на такие комочки, да? Вот такие, кусочки такие, тесто разделили. И сейчас
смазывает противень растительным маслом. И вот как будут лепить такие маленькие пирожочки, да? Маленькие пирожочки, и будем сразу выкладывать на этот противень. И можно сразу включить духовку на 180 градусов, чтобы пускай грелась уже между делом. Все. Так, делаем такие сначала как бы на вроде лепешечки. И кладем начинку. Защипываем с краев, а посередке оставляем вот открытым немножко. И кладем на противень сразу вот так. И весь этот противень нам надо заполнить. Аккуратненько там. Второй пошел, значит. Это уже третий. Две влезут еще. Сергей Иванович сказал, влезут две. Две. Две влезут. Надо плотненько поставить. Что, не влезло, да? Не влезает две? Все. Все, что ли? Да. Потом яйцом сейчас помажем. Я же говорю, что еще влезет. Маленький хотя бы. Сейчас вот поставим еще маленький. У меня один большой и один маленький. Вот. Вот как хорошо будет. Плотненько, чтобы на противне. Главное, чтобы с этого противня потом это все, ну, не, как по-русски, не лягчимский, как по-русски, не слиплись, не это, с формы, что после испекания тусики туда направо, один туда, промеж, вот, другой сюда. Вот, и будет очень нормально так, вот так. Немножко ЦУ дал Сергей Иванович. Как же без моих 5 копеек, да? Смазываем наш пирог яйцом, со взбитым яйцом. Это опять же придаст румяность нашему пирогу. И самое главное, это момент, сейчас после этого смазывания, сейчас покажем еще. Так, после того, как все смазали мы, весь пирог наш, сейчас мы будем сверху остаток вот этого взбитого яйца на начиночку еще, где открыто, как бы
закрываем. О. Ну, по ложке такой, не больше. Еще выглядит на супер. И потом, Мария Олеговна, это немножко пускай Постоит. постоит, да? Да. Сколько примерно минут? 10, наверное, 15, давайте. 50 минут. Вот такой пирог. А между тем у нас греется духовка 180 градусов. Короче, Маша решила из оставшихся там лепешек сделать с джемом из черной смородины. Я не знаю, что получится. А это типа ватрушек будут, да? Ватрушек. Из этого же теста вдруг вот, чтоб, не знаю там. А получится это у нас или нет? Почему не получится? Получится, да? Получится. У Маши все получается. Да? Должно все получиться, да. Ну, тут уже противень смазали маслом. Слушай, у нас духовка-то нагрелась. Сейчас еще я. Вот такие лепешечки. А, ты прямо сверху будешь это самое. Там ты что смотрел? Ага. Все улечти. Прямо сверху будешь ложить Да, да, эту начинку, да? да. Ну ты скажи, а то мы в неведении, тут смотрят. Сверху буду класть начинку. Так, таймер пока пусть это. Пока пускай поднимается, да? Да. Ну все, духовка нагрелась. Ну-ка покажи, как тесто как бы у нас слилось как бы немножко. Вот такое тесто получилось. С начинкой уже все. И вперед на полчаса примерно. И рекомендуем что? Следить, как будет готовиться, потому что духовки, я всегда говорю, духовки у всех разные. Так ведь, Мария Олеговна? Да. Если хочешь за кадром поцеловать мужа, целуй, не стесняйся. Будешь целовать? Нет. Не будешь? Нет. Нифига себе. Нет, нет. Нифига себе. Ну давай, показывай, как ты свои ватрушечки делаешь. И из этого же теста, друзья, черная смородина. Из запасов старых достала Мария Олеговна черную смородину, джем или варенье там, я не знаю, и сделала. Ой, вернее, делает ватрушечки или что-то. Сейчас. Такие, это уже незапланированная вкусняшка, да? Да. Мария Олеговна. Простая. Незапланированная вкусняшка, да? Да. Ну, остаток, что остался. Да. Делаем по-другому. Ох, я такие сюрпризы люблю, сюрпризы. Можно сказать, это покомы очень любят говорить, когда в лес ходят, потом что-то остается. Кыч-гостинец. Давай скажем, что это кыч-гостинец. Заячий гостинец. Да? Остаток. Ну, пусть так будет. Да? Остаток всегда у нас говорят, что кыч-гостинец, заячий гостинец. И мы ждали этого гостинца детьми каждый раз, когда мама с папой возвращались. Все, ватрушечки классные. Ну и намажем яйцом. Ну все, давай, вытаскивай пирог наш. Ароматом весь дом. Ой, на весь дом. Вот такой пирог. Вот это красота, друзья. Вот это Мария Олеговна. Вот это супер пирог и супер женщина. Надо А ты знаешь, надо этот пирог вытащить еще с этого,
с противня, он упадет или Сейчас нет? пусть чуть остынет. Пусть чуть-чуть остынет. Давай ватрушки туда. Сейчас вот трошки пойдут. Ватрушки, но их, наверное, не полчаса же держать, давай. 15-20 минут. Пирог классно выглядит, ребята. Вещь, вещь. А внутри что? Я слюни глотаю. Ой. Вот такой пирог выглядит. Выглядит супер просто. Оценку? Или я должен оценку поставить? Не, я же. Я скажу 5 плюсом. Надо еще Надо посмотреть. сначала попробовать. Да, попробуем сейчас. Разрежем, попробуем. И первый кусок, как всегда, из рук хозяйки. Это уже традиция. Как... Я не знаю что. Вот так выглядит пирог. Очень супер. Все. Разрезаем наш пирог. По швам вот разрезает Мария. По швам. Он как бы целый пирог. Давай угощай пирогом. Я один раз укушу, потом, чтобы не жевать на камеру, конечно, не буду. Пышный пирог. Ну, оно и видно, что пышный. Ну, что Вкусно там, капуста хоть? Смог капусту А откусить. мне чуть-чуть попалась капуста. Там внутри дальше. Еще побольше откуси. Да, мне надо... Ну, это да, пробовать. чай тогда выпей. Давай. Что люди подумают? Пышный, мягкий. Давай. Меня Так, кормят. побольше. Меня чаем поят. Ну, Вкусно, но горячо слишком. Пока еще горячо. чуть должно быть, Да. наверное, чтобы остыл. Не, тесто очень пышное получилось, между прочим. У тебя там ватрушки еще. Угу. Все. Сейчас разжую и закончу. Вот такой пирог сегодня испекла мне Мария Олеговна. Очень вкусный. Всем рекомендую. По просьбам наших зрителей этот рецепт, текст, вот, прямо сказали, чтобы я записал этот текст рецепта. Этот рецепт будет в конце видео отдельным таким кадром. Можете нажать на паузу, и там будет это все распечатано. Сколько там пропорциях, вот так. Пирог очень вкусный, пеките, наслаждайтесь этим вкусом, очень вкусным. Вспоминайте опять же нас с Марией Олеговной. Вот так. Ну, а на этом все. Все заканчиваю. Всем пока. До новых видео на нашей кухне и вообще на съемках в нашем селе, что я буду снимать в своем дворе. Всем пока. Всем удачи. До свидания. Пока-пока. И вот и наши ватрушечки такие с черной смородиной, с джемом из черной смородины тоже созрели. Вот так выглядит аппетитно. Это у нас любит Катюша. Катюша будет. Это называется супер бонус к нашему пирогу. Да, Маша? Ну да. Супер бонус. Не влезла на противень, а влезла завтра сюда. И вкусняшка такая получилась.